Я рад приветствовать вас, дорогие друзья, дорогие зрители. Меня зовут Каныбек Шадыканов. Мы с семьей находимся в городе Мерсин. И в этом видео хотим рассказать наш опыт переезда в город Мерсин, первые впечатления, какие трудности были. И информация, которую сейчас я вам расскажу, вам поможет избежать некоторых ошибок, которые мы сделали, и основательно подготовиться до отъезда. Итак, первый момент. Я рекомендую вам до отъезда перевести свой телефон и выбрать необходимый тариф с роумингом. Мы сделали так, например, первое время нам необходимо было связываться с нашими друзьями, созваниваться, а первое время у нас не будет связи, поэтому по-любому вам нужен будет роуминг. Положите на свой баланс примерно $10 для того, чтобы вы могли по прилету, допустим, Бишкек, Стамбул прилетели, и связаться со своими родственниками, друзьями, сказать, что где вы находитесь, когда вы приземлились и какие у вас дальнейшие планы. Коротко, ясно, можно даже смс-ом или ватсапом отправить. Мобильная связь в то время, когда мы прилетели, у нас стоила примерно 1 минута $1, плюс-минус. Я так усреднил эту цену, поэтому можете выбрать тариф, который ваш оператор связи предлагает. Следующий момент, у вас будут проблемы уже в аэропорту общения языком, потому что турецкий язык вы достаточно не знаете, и нужно как-то спросить, где находится камера хранения, или, например, как проехать, на каком автобусе доехать до автовокзала, или и так далее, элементарно поменять деньги, или что-то спросить, где-то что-то купить. Поэтому рекомендую загрузить на свой смартфон офлайн версию Яндекс.Переводчика, то есть она будет действовать и работать в режиме ожидания, даже когда у вас доступа к интернету нету. Возможно, у вас не будет доступа в интернет, Wi-Fi намного сложнее получить в аэропорту, но тем не менее позаботьтесь о том, чтобы у вас был роуминг, загружен офлайн версия Яндекс.Переводчика, она весит примерно 30 мегабайт. Третий фактор — это уже доехав, допустим, мы рассматриваем Бишкек, Стамбул, и от Стамбула на автобусе можно доехать до Мерсина. Примерно стоимость 100 лир сейчас в данный момент. Допустим, в аэропорту вы покупаете билет, трансфер до автовокзала. От автовокзала можно купить, уже находясь там, билет на вечерний рейс. Почему вечерний рейс самый оптимальный? Потому что, допустим, вы прилетели днем, 10 утра, 2 часа вы спокойно можете доехать до автовокзала, там уже за наличные деньги купите билет до Мерсина, и потом по прилету вы можете уже покупать сим-карту со своими друзьями. Есть свои нюансы. Если вы не найдете в ближайшем месте сим-карту, то вы можете это сделать уже по приезду в Мерсин. Ваши друзья помогут в этом отношении. Рекомендуется сейчас покупать в БИМе. Сим-карта стоит 85 лир, плюс покупайте за 30 или за 40 лир тариф, который они предлагают. Это 10 гигабайт интернета мобильного, плюс там 500 минут телефонного разговора. Вам этого достаточно. И на первое время вы будете обеспечены связью. Для этого нужно заграничный паспорт. Они ксерокопию снимут и оформят на ваш заграничный паспорт, активирует вашу сим-карту. Конечно, всех трудностей, проблем невозможно предугадать, но эти шаги вам помогут, чтобы сделать правильную подготовку. Итак, давайте будем коротко резюмировать, что необходимо с собой взять до отъезда. Во-первых, позаботьтесь о том, чтобы у вас наличные деньги были в турецких лирах. Поменяйте деньги, посмотрите, какой тариф, какой курс валют сейчас предлагает вашей местности. Поменяйте примерно 100 лир, $100. Следующий момент. До отъезда позаботьтесь о том, чтобы некоторые документы у вас были апостилированы. Например, если вы муж и жена, едете вдвоем, то можете позаботиться о том, чтобы Министерство юстиции вы апостилировали свои свидетельства о браке. Это касается супружеских пар, которые без детей. То же самое, если вы с семьей, то можете позаботиться о том, чтобы апостилировать свидетельство о рождении плюс свидетельство о браке детей.
Потому что в нашей местности не потребовали, но в город, в который вы едете, например, Анталия, Измир, Эскишехир или другой местности, могут быть, потребуют вас. Чтобы избежать этих трудностей, я бы сделал апостилирование документов. Следующий аспект. Можно мониторить, например, вы можете выбрать самый оптимальный вариант прилета до Мерсина. Вы можете мониторить Бишкек, Стамбул, Бишкек, Анталия. В этом случае, например, от Бишкека до Стамбула может быть дешевле, потому что рейсов много. Можете такой вариант выбрать, можете до Анталии, без разницы. По стоимости билетов до Мерсина, Стамбул, Мерсин, на автобусе цены не такой уж высокая. Например, сейчас в данный момент 100 лир примерно стоит Стамбул, Мерсин, Анталия 80 лир, 20 лир разница. Поэтому выбирайте самый оптимальный вариант, который по цене вас устраивает. Вы можете с комфортом доехать до Мерсина, комфортабельный автобус, в ней дается чай, кофе, в зависимости, какой вы тариф выбираете. Билеты вы можете посмотреть на сайте obilet.com. Это хороший сервис. Вы можете состыковать с вашим рейсом. Например, вы вылетаете с вашего города, прилет и необходимый баланс, запас времени можете тоже учесть и купить там же, оплатить и потом уже пересесть на автобус. Либо можно по приезду за наличные деньги прямо в автовокзале купить необходимый билет. На территории Турции сейчас действуют ограничения на передвижение на общественном транспорте, и, возможно, нужно будет позаботиться о том, чтобы уже до вылета активировали хэш-код на ваш заграничный паспорт. Это можно делать. Как можно? Это можно делать на турецкий номер, любой турецкий номер. Попросите ваших друзей, знакомых, чтобы они за вас получили хэш-код. То есть на ваш заграничный паспорт можно получить хэш-код, там будет QR-код, и по WhatsApp вы можете показывать в общественном транспорте, торговых центрах, и без проблем можете передвигаться. Несмотря на то, что на территории Турции сейчас действуют ограничения на передвижение, например, карантин, дети с часу до 4 могут гулять, но это не касается для туристов. Для вас это не касается, потому что у вас в руках будет билет, для вас никакие ограничения не действуют. Поэтому знайте об этом. И эти информации, которые я с вами поделился, надеюсь, вам поможет сделать правильный выбор. Если какие-то вопросы останутся, пишите в комментарии. Я постараюсь ответить и дать объективную информацию. Вы спрашиваете о том, какая стоимость покупки квартиры в районе ТЭДЖ в Чешмели. Отвечаю на ваш вопрос. В данный момент, уже на 22 декабря 2020 года, цены на недвижимость такие, которые я сейчас смог узнать. Есть два варианта недвижимости, которые я видел. Первая недвижимость это в ТЭДЖ, 1+1. Айдат примерно 100 лир в месяц. Стоимость 195 тысяч турецких лир я видел. То же самое 2+1 в Чешмели, чуть-чуть дальше, продается за 260 тысяч лир, турецких лир. Это ближе к берегу. Примерно диапазон цен такая, да? Однокомнатная 1+1 примерно 195 и до 350 тысяч. В зависимости, в каком районе, в каком состоянии дом находится, в этом диапазоне можно приобрести недвижимость. Итак, с вами был Канубек Шадыканов. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, будем отвечать на ваши вопросы.